какой поворотник надо включать? Смотря с какой стороны. То есть левой? Левый поворот. Мгм. А почему? Так. Ну, все налево идут. Ну, круговой. Правый. А нет, левый, левый. Ну, потому что движение против часовой. Ну, по идее, я либо ну, если прямо едешь, то правый поворотник получается. А если ты в круговую въезжаешь совсем уж сбоку, то лучше, наверное, левый включить, чтобы понятно было, что ты туда, а не направо уезжаешь. Ну, как-то так, наверное. Ой, вы знаете, это вообще какой-то вопрос двоякий. Кто-то правый включает, кто-то левый включает. Я вообще ничего не включаю, только при выезде. По словам специалистов, 90% водителей нарушают правила дорожного движения при въезде на перекресток с круговым движением. Так, необходимо включать правые поворотники только при въезде и только при выезде. Помимо неправильно включенного поворотника, водители часто нарушают правила съезда с перекрестка с круговым движением. Так, водители выезжают из пересечения дорог с левых полос. Пункт 8.5 правила дорожного движения гласит, что перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан занять соответствующее крайнее положение, предназначенное в данном направлении, кроме въезда на перекресток с круговым движением. То есть вот мы с вами въехали в круговое движение. Сейчас я сделаю круг по кольцу. Когда мы с вами движемся по кольцу, никаких сигналов поворота мы не используем, потому что по факту это просто закругленная дорога. Но для того, чтобы съехать с перекрестка, мы должны занять вот эту соседнюю правую полосу движения, так как сейчас мы находимся в левой полосе. Для этого мы должны перестроиться. Опять же, согласно пункта 8.4 правил дорожного движения, при перестроении мы обязаны уступить дорогу тем, кто движется попутно, без изменения направления движения. То есть вот сейчас мы перестроились и съезжаем с круга с крайней правой полосы и только в крайнюю правую полосу. Правила нарушают не только на перекрестках с круговым движением. Халатность водителей становится причиной ДТП, в которых страдают не только автолюбители, но и пешеходы. Так, с начала текущего года в Якутске было зафиксировано 394 дорожно-транспортных происшествия. Из них 32 с пострадавшими участниками и 47 человек получили разной степени тяжести ранения. Также у нас с начала года двое погибших. Это водитель и пешеход. Если смотреть по детям, то с начала года у нас 6 ДТП с участием несовершеннолетних до 18. И вот 6 все получили травму. Госавтоинспекция обращает внимание граждан на то, что любое транспортное средство является источником повышенной опасности. Поэтому каждый водитель должен понимать и осознавать свою персональную ответственность за нарушение правил дорожного движения. Галина Чекурова, Артем Алексеев, Якутск.